Якутске стартовала выставка «Леспромэкспо. Дом. Современная усадьба-2015». Она призвана продемонстрировать новые технологии в области строительства частного сектора. Репортаж Александра Пахомова. Пока в Якутске активными темпами каждый год вырастают десятки многоэтажных высоток, среднестатистический обыватель ищет уединения с природой. На помощь приходят участки близ Якутска и его пригородов, заселенность которых прирастает каждый год. Выставка «Леспромэкспо. Дом. Современная усадьба-2015», по мнению организаторов, является крайне актуальной в нынешнее время. Ведь она посвящена теме строительства частного сектора и вопросов, связанных с ним. Сейчас же тенденция идет к тому, что люди, многих не устраивает жить в многоэтажных домах. Хотят индивидуальный дом, хотят дачу, хотят ближе к природе. И поэтому эта выставка – это самая крупная выставка в сфере деревянного домостроения. Можно прийти посмотреть здесь, какие вообще представлены материалы, да, для деревянного домостроения. Это не только дома, это вообще касается дома всего в целом. Это от крыши и до септика полностью. Это и мебель, это и интерьер, это и ландшафтный дизайн, да, вот кованые изделия. Это же тоже элементы ландшафтного дизайна. То есть мы не рассматриваем узко дом, просто дом, и вот мы его построили. Ну а как же красота? А как же утепление этого дома? А как его безопасность? Мероприятие проводится в 9-й раз. За это время оно успело сменить название, но не тематику. Основной акцент, как и прежде, делается на теме строительства. В выставке принимают участие более 40 компаний, в том числе представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска и Нижегородской области. Да, стоит определенные задачи. Это увеличение застроек и сдачи жилых квадратных метров. Вот. Но и выставка – это площадка для налаживания определенных контактов, налаживания новых каких-то деловых направлений и поиск определенных партнеров. Если технологии, демонстрируемые местными производителями, уже прижились и прошли проверку временем, то продукт, привезенный из Центральной России, вызывает ряд опасений в плане того, приживется ли ноу-хау в наших суровых климатических условиях. Специалисты из Дзержинска со своим герметиком уверенно ответили, что их товар уже прошел испытания и выдерживает температурные колебания от минус 60 до плюс 140 градусов по Цельсию. Представляем материалы серии «Абрис». Это герметики на основе бутилкаучка. Материал проходил в испытании НИИ полимеров, научно-исследовательский институт полимеров и синтеза. Хотим в данном регионе открывать свое представительство. У нас есть представители в Иркутске, в Хабаровске. Ну, сейчас очередь дошла до Якутска. Помимо демонстрации последних научно-технических достижений, в рамках работы выставки участники и гости смогут узнать об инвестиционно-строительной деятельности, ипотечном кредитовании, торговой и жилой недвижимости, услугах в сфере оценки недвижимости и многом другом. Работа выставки продлится до 1 октября, вход свободный. Александр Пахомов, Василий Слепцов, НВК «Саха-Якутск».